Вот. Мы сегодня получаем вторую партию артефактов, которые проходили ранее на дороге на Гамурзийском участке по федеральной дороге. Вот руководитель Института археологии Кавказа Руслан Атабай. Ведется плановая работа в соответствии с утвержденными нормативами, и я думаю, что в ближайшее время фонды Государственного музея Ингушетии пополнятся на несколько тысяч предметов, каждый из которых абсолютно уникален, несмотря на, казалось бы, их такую бытовую принадлежность, но тем не менее. Каждый из них — это кусочек древней истории археологии Ингушетии. А вы не скажете, какой период? Интерес гамурзиевского поселения как раз заключается в том, что самые ранние находки, а это в том числе жилища, это в том числе оборонительные сооружения, которые возникли на этом месте, они датируются, по крайней мере, 12-10 веками до нашей эры. То есть это самое начало великой кабанской археологической культуры. В дальнейшем практически без таких стерильных прослоек там жизнь продолжалась уже и в раннеаланский период, и в сарматский период, и в позднеаланский период. И, на мой взгляд, уже непосредственно перед монгольским нашествием в 1200-1250-х годах, на мой взгляд, население просто снялось оттуда, и оно перешло в более защищенные, видимо, в предгорные. Да. Потому что мы не нашли там, не обнаружили никаких следов разрушений и пожарищ. Мы не нашли в большом количестве предметов быта, которые бы свидетельствовали о том, что население в панике бросило это все. То есть это была преднамеренная, целенаправленная, планомерная работа по передвижению в более защищенные места. Поэтому период охватывает, ну, по крайней мере, порядка 2-2,5 тысяч лет. Вот исторически, какое значение вот это? Ну, такого массового археологического материала на территории республики не было до сих пор ни разу. Потому что, я же говорю, в первую очередь уникальность заключается в том, что это были раскопки бытового памятника. А бытовые памятники на всем Северном Кавказе, вообще в Российской Федерации, они исследованы в наименьшей степени. Поэтому те конструкции жилищ, те конструкции оборонительных сооружений, тот же самый оборонительный ров, который одновременно использовался для подачи воды, и то, как это было построено, это уникальная информация, которая должна пополнить мировую сокровищницу. А вот такие же раскопки еще на Северном Кавказе есть? Меньшими площадями были раскопки и в Чечне, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, в Ставропольском крае были достаточно обширные раскопки. Но так, чтобы именно вот на границе степной и предгорной зоны Центрального Кавказа, это уникальный материал. Спасибо вам большое, что приводите нас. Ждем вас в следующей партии. Спасибо.